Здравствуйте! В эфире программа «Стильные советы». Я Амина. Сегодня мы разберем одну из самых обсуждаемых и актуальных тем современной красоты – косметологию. Современная косметология сегодня стала частью жизни многих женщин. Уходовые процедуры, инъекционная косметология, аппаратные методики – все это активно развивается и все чаще воспринимается как привычный элемент ухода за собой. Вместе с популярностью косметологических процедур возникает и множество вопросов. Насколько они действительно необходимы? Как правильно ухаживать за кожей и не навредить себе? И где проходит граница между естественной красотой и стремлением соответствовать современным стандартам внешности? Сегодня в программе поговорим о современной косметологии без мифов и преувеличений. Узнаем мнение специалистов и разберемся, какие процедуры действительно работают, а какие остаются лишь трендом. И сегодня вместе со мной в студии врач-косметолог Бахшанда Азимова. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте, было очень приятно получить ваше приглашение и ответить на все актуальные вопросы. Сегодня чистка лица считается одной из самых популярных процедур, но многие до сих пор не понимают разницу между профессиональным уходом и обычным домашним очищением. И мне кажется, что вокруг этой темы сегодня очень много советов из социальных сетей, которые иногда могут только навредить коже. Поэтому предлагаю разобраться вместе со специалистом. Первый вопрос у нас насчет чистки лица такова. Кому действительно нужна профессиональная чистка лица? Профессиональная чистка, она считается в основном базой, но есть некоторые нюансы. Чистка лица проводится людям, у которых комбинированная и жирная кожа, которая склонна к жирности. Она проводится при черных точках, при комедонах, при постакне, при акне и в основном, если неровный тон лица. Но если у человека сухая кожа, есть купероз, розацея, то чистка не рекомендуется, так как она может навредить коже, и состояние купероза, розацеи может ухудшиться. Как часто можно делать такие процедуры без вреда кожи? Чистка лица в основном выполняется раз в 3-4 месяца, если человек использует домашний уход. Если он не пользуется домашним уходом и он склонен к жирному типу кожи, то желательно делать раз в 2 месяца. У меня самый актуальный вопрос для сегодня. Какие ошибки девушки все совершают, допустим, в чистке лица, а не дома? Часто они чистят свои лица, не знаю, разными процедурами, разными этими кремами, разными моющими средствами. Они вредны или нет? На сегодняшний день потоки пациентов, когда даже я их принимаю, у нас всегда идет консультация, и многие говорят, мы делаем дома разные маски с содой, с бананами, с огурцами. Это сейчас не актуально. Также они пытаются выдавить свой прыщ, выдавить воспаление. Это тоже не разрешено. Всегда нужно консультироваться со специалистом, так как они могут ухудшить эту ситуацию. Они посмотрели ролик в Инстаграме либо в интернете, сразу бегут за сывороткой, за баночкой новой и дома начинают пользоваться. Также нельзя совмещать разные компоненты, разные кислоты, так они вредят коже. Можно ли вредить действительно, испортить кожу неправильным уходом? Допустим, ежедневные процедуры, которые обычно мы сами используем, например, моющие средства? Да, конечно, мы можем испортить, поэтому подбор уходовой косметики, он немножко сложен, потому что многие компоненты очень плохо влияют на кожу. Например, после неправильного ухода могут появляться сразу комедоны, закрытые комедоны, разные воспаления, покраснения, поэтому нужно подбирать именно со специалистом домашний уход. Я думаю, многим будет интересно, что такое комедоны. Можете немножечко... Да, комедоны – это, получается, себум, жир, который находится под кожей и который не может выйти наружу. Это вот маленькие бугорочки, которые находятся под кожей. И давить их нужно именно у специалиста, а не дома. Хорошо. Значит, специальным уходом, специальными процедурами нужно их удалить, да? Да. А так самой себе нельзя? Нет, это нежелательно. Это у одного может получиться идеально, а у всех остальных это выйдет просто
стресс для кожи. Они получают стресс. И есть ли ограничения для таких процедур? В возрасте, я имею в виду. В возрасте не могла бы сказать, что ограничения, так как чистку можно делать уже с 14-15 лет, если есть показания. Также ограничения – это купероз, розацея и сухая кожа. А это как-то вредно для, допустим, женщин в положении? Нет, чистка лица, она абсолютно не вредна во время беременности, а также во время лактации. Ее можно делать, единственное, можно исключить чистку, когда на лице идет активное воспаление, активные акне, когда акне не в ремиссии, и также если есть аллергия. Аллергия какие могут быть? На какие-то Покраснение препараты? и раздражение. Хорошо. Да. А если у людей, которые, допустим, есть аллергии из каких-то продуктов питания, и они, допустим, у них сейчас аллергия началась, и лицо как бы на лицо это проявилось, можно как-то? В этот период тоже нежелательно, так как после чистки они могут стать больше. Поэтому лучше переждать, а потом уже записаться на процедуру. Самый процесс чистки лица – это что за процесс? Сам процесс, там идет очищение, потом идет, значит, очищение, там демакияж, потом очищаем пенкой, очищаем масочками, и потом уже приступаем к очищению. Чистки бывают 3 вида: вакуумная чистка, УЗИ-чистка и чистка при помощи ложечки Уна, она называется механическая. Процедура, можно сказать, если оценить по 10-бальной шкале, по болезненности она занимает 6-е место, так как сама механическая чистка, она немножечко болезненная. А так, в основном, после процедуры человек чувствует уже сразу облегчение на коже. Очищаются его жировые отложения, очищаются черные точки. Поэтому желательно приходить на процедуру и не откладывать ее. И как часто можно делать чистку лица? Раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Это тоже уже смотришь на состояние кожи. Я хотела спросить, в своей практике у вас были пациенты, которые, допустим, уже зависимы от этой процедуры? Да. В основном я наблюдала, первые годы, как я начала работать, зависимы в основном мужчины, так как у них жирный тип кожи, и они вот прям каждый месяц записываются. Иногда многие просятся в месяц по 2-3 раза. Они не пользуются домашним уходом, у нас нет времени, не получается у них с домашним уходом, и поэтому они вот прям просятся в месяц 2 раза. А так, есть девушки, которые, да, также не пользуются домашним уходом, и они вот прям просят каждый месяц записывать их на чистку. Вы бы советовали домашний уход или чистка лица как бы? Я бы советовала, я вот как провожу чистку лица, я сразу выписываю домашний уход, я прям их прошу, чтобы они пользовались домашним уходом, чтобы поддерживать эффект. Да. Желательно домашний уход, да? Конечно. Чистка лица – одна из самых популярных и востребованных процедур современной косметологии. Ее основная задача – глубокое очищение кожи от загрязнений, излишков кожного сала, остатков макияжа и ороговевших клеток. Обычно процедура проводится в несколько этапов. Сначала кожу очищают и подготавливают, затем раскрывают поры при помощи специальных средств или пара, после чего косметолог проводит очищение кожи вручную либо с использованием ультразвукового аппарата. После чистки наносят успокаивающие и противовоспалительные средства, маски и защитный уход. Особенно актуальной процедура стала в последние годы, когда большое внимание начали уделять качеству кожи и естественной красоте.
Социальные сети, крупные планы фото и видео, развитие бьюти-индустрии и популярность ухода за собой сделали чистку лица одной из базовых косметологических процедур как среди женщин, так и среди мужчин. Специалисты отмечают, что процедура помогает улучшить состояние кожи, сделать ее более свежей и ухоженной. Однако косметологи также напоминают, чистка лица должна проводиться с учетом типа кожи и только у профессионалов, поскольку неправильное проведение процедуры может вызвать раздражение и воспаление. Пилинги давно стали частью современной косметологии. Одни помогают освежить кожу, другие борются с постакне и пигментацией. Но несмотря на популярность, многие до сих пор не понимают разницу между процедурами. Особенно часто сегодня можно услышать про карбоновый пилинг. Его активно рекламируют блогеры и косметологические кабинеты. Давайте разберемся, что это такое на самом деле. Косметологические пилинги сегодня считаются одной из самых распространенных процедур по уходу за кожей. Их основная задача – обновление верхнего слоя кожи, улучшение ее текстуры, цвета и общего состояния. Во время процедуры на кожу наносят специальные составы, которые помогают удалить ороговевшие клетки и стимулировать процессы обновления. В зависимости от типа пилинга процедура может быть поверхностной, средней или более глубокой. Особую популярность в последние годы получил карбоновый пилинг – современная аппаратная процедура, которую часто называют голливудской чисткой. Во время процедуры на кожу наносят специальный карбоновый гель, после чего воздействует лазером. Считается, что такая методика помогает очищать поры, уменьшать жирность кожи, выравнивать тон лица и придавать коже более свежий вид. Актуальность пилингов значительно выросла с развитием эстетической косметологии и популярностью ухода за кожей. Сегодня многие воспринимают подобные процедуры как часть регулярного ухода за собой. Однако специалисты подчеркивают, несмотря на популярность процедуры, пилинги требуют профессионального подхода и правильного подбора в зависимости от типа кожи и ее состояния. Неправильное использование кислот или лазерных методик может привести к раздражению, чувствительности и повреждению кожи. Карбоновый пилинг кожи, лица, шеи и декольте – это инновационная аппаратная методика для устранения гиперкератоза, для очищения пор от излишков кожного сала, для выравнивания общего тона и текстуры кожи, а даже для устранения легкой отечности лица. Карбоновый пилинг выполняется на лазерной технологии. Конкретно применяется лазер-неодимовый ЯК-лазер в короткоимпульсном режиме с длиной волны 1320 нанометров. Что такое короткоимпульсный режим или Q-switch? Во время этого режима образуются ультракороткие световые вспышки, измеряющиеся буквально в наносекундах. При этом образуется достаточно мощная акустическая волна, которая слышна при работе и которая принимает участие в удалении углеродной маски, которая наносится предварительно на чистую кожу, втирающими движениями и оставляющейся до полного высыхания. Во время взаимодействия углеводородной маски с кожей происходит тщательная сцепка с роговыми чешуйками и с кожным салом. И во время действия коротких световых вспышек и акустической волны эта самая маска, сцепившаяся роговыми чешуйками, покидает поверхность кожи, производя эффект очищения. Хотелось бы узнать, что такое пилинг и карбоновый пилинг. Какая разница между ними?
Или они оба одинаковые? Нет, пилинг и карбоновый пилинг – это не одно одинаковое. Пилинг – это когда мы работаем с кислотами. Есть разные кислоты, которые имеют разную степень. И после пилинга, мы наносим кислоту, и после этого пилинга идет отшелушивание кожи. Оно работает на акне, на постакне и на ровный тон лица. Также лицо освежается. А карбоновый пилинг, процедура проходит при помощи карбонового геля и лазера. Он в основном улучшает тон лица, работает также с пигментацией, но он сужает поры и очищает поры. Это главная его фишка. А почему после данной процедуры нужен особый уход кожи? Я слышала, что нужен специальный уход за кожей после такой процедуры. Да, Почему? работа с пилингами, она свойственно опасна. Если легкие пилинги, то да, легкие пилинги можно даже выполнять летом. Мы делаем летом поверхностные пилинги, но есть пилинги, которые работают уже чуть глубже, и после них нужен особый уход, так как если не ухаживать нормально за лицом, они могут получить пигментацию, лицо может получить стресс, нарушится кожный барьер, поэтому здесь нужен особый уход. Нужно наблюдать за лицом, не выходить на солнце без SPF абсолютно. И летом нельзя делать пилинги, у которых повышенная кислота. Сейчас речь шла о SPF. Да. Я хотела спросить, какие именно SPF нужно использовать сегодня, потому что вышли разные виды, и уже человек теряется, который из них использовать. Сегодня уже жара начинается, уже мы идем к лету, да? Поэтому это очень важная тема. Какие SPF вы бы советовали нашим зрителям? Я бы советовала SPF-ки от корейских брендов, такие как Silimax, такие как Anua, от доктора Алтея, от Centella, так как у них легкая текстура, и после них не появляются комедоны. Есть жирные SPF-ки, которые и белят кожу, но после них потом появляются комедоны, разные высыпания, поэтому я бы советовала лучше SPF-ки от корейских брендов, и чтобы желательно был оригинал. И SPF, чтобы было всегда 50+. Сейчас уже аналогов тоже много, Да, аналогов да, наших этих. Есть в косметологической сфере один термин – карбокситерапия. Сегодня часто называют процедурой сияющей кожи. Особенно популярной она стала благодаря социальным сетям и эффекту быстрого восстановления кожи. Но многие девушки все чаще боятся подобных процедур или просто не понимают, как они работают. Давайте подробнее поговорим об этом. Можете сказать, как работает данная процедура? Процедура карбокситерапии основана на СО2, и поэтому после процедуры сразу улучшается микроциркуляция. Значит, улучшается кровообращение, человек получает сияние и блеск. Процедура карбокситерапии, она совсем безвредная. Ее нельзя применять при беременности, при лактации, при онкологии. Эта процедура нежелательна. Также, если есть на лице воспаление, раздражение или какие-нибудь виды аллергии, эту процедуру нельзя проводить. Значит, процедура карбокситерапии проводится в 3 этапа. Там 3 этапа наложения геля и 1 масочка. Процедура занимает где-то час, и процедура не требует какого-либо вида реабилитации, поэтому все ее любят. Пациент подошел, провел процедуру, и за час на лице появилось сияние. Но это не волшебство, тут все зависит от типа кожи и от курса процедур. От одной процедуры человек может получить только эффект на неделю, но когда он получает уже курс процедур, эта процедура оставляет ему эффект на несколько месяцев. Значит, оно не навсегда влияет на кожу, да? Да, процедуры не навсегда. Нужно поддерживать уход за косметологом. Нужно поддерживать и проводить процедуры курсами. А для какого возраста оно подходит? Карбокситерапия подходит от 18 лет. В молодом возрасте она действует на пигментацию, на постакне, она работает с постакне и для сияния кожи. А уже в более зрелом коже мы ее проводим для уплотнения кожи, также для разглаживания мелких морщин и пигментации. Значит, желательно
девушкам до 18 лет как бы Да, не используют не данную использовать. процедуру. А есть ли люди, которые, допустим, вы замечаете, что сегодня до 18 лет наши девушки как бы используют данную процедуру или нет? Я замечаю, так как многие специалисты все-таки проводят, но я бы не советовала проводить эту процедуру до 18 лет. До 18 лет я бы советовала делать чистки и поддерживать все домашним уходом. Желательно так, без инъекций и без карбокситерапии. Карбокситерапия – это современная косметологическая процедура, основанная на воздействии углекислого газа на кожу. Косметологи ее используют для улучшения состояния кожи, повышения тонуса и стимуляции естественных процессов обновления. Существует два основных вида процедуры – инъекционная и неинъекционная карбокситерапия. При инъекционном методе под кожу вводится медицинский углекислый газ с помощью тонкой иглы. Считается, что это помогает улучшить микроциркуляцию крови и насыщение тканей кислородом. Неинъекционная карбокситерапия проводится с использованием специальных масок и гелей без уколов. Процедура стала особенно популярной благодаря тренду на естественное омоложение и уход за кожей без серьезного хирургического вмешательства. Сегодня карбокситерапию часто используют для улучшения цвета лица, уменьшения следов усталости, отеков и повышения упругости кожи. Специалисты отмечают, что процедура должна проводиться только после консультации с профессионалом, поскольку у нее имеются противопоказания и особенности, которые важно учитывать индивидуально для каждого пациента. Сегодня инъекционная косметология стала особенно популярной. Плазмотерапия, мезотерапия, биоревитализация. Ботокс. Многие начинают делать эти процедуры уже в молодом возрасте. И, честно говоря, именно вокруг этого направления сегодня больше всего обсуждений, страхов и мифов. Кто-то считает это нормальным уходом за собой, а кто-то уверен, что современная косметология навязывает людям страх к старению. Хотелось бы узнать, чем отличаются вот эти три процедуры. Они отдельные, да? Плазмотерапия, мезотерапия и биоревитализация. Плазмотерапия – это самая безопасная процедура, так как плазмотерапия выполняется при помощи собственной крови. Идет забор крови, кровь попадает в пробирку, а пробирка уже в центрифугу. Центрифуга отделяет кровь от плазмы, и сама плазма колется на лицо. Это естественная процедура, так как в ней, вот прямо в составе, ваши собственные витамины собственного человека. Поэтому нет никакого вреда. После нее человек получает увлажнение, работу с пигментацией. Пигментация начинает осветляться. Также, если есть воспаление или акне в начальной ремиссии, они сушатся. Плазма подсушивает воспаление. Процедура очень хорошая, также ее нужно выполнять курсом. Курс состоит из 5-6 процедур в интервале от 10 до 14 дней. Многие предпочитают, но здесь есть один нюанс. Женщинам желательно после 45 уже не выполнять эту процедуру, так как витаминчиков уже меньше, свертываемость не очень хорошая, поэтому эта процедура желательно до 45 лет. Кровь уже, значит, не действует так, Да. как в молодости, да? Да. Ага. А Значит, биоревитализация? мезотерапия и биоревитализация, чем они отличаются? Многие путают, многие не знают. Мезотерапия – это уже готовые коктейли, там специальные витаминчики, аминокислоты, пептиды разные, и они колятся именно при определенных проблемах. Например, акне, акне, воспаление, либо пигментация, либо уже есть морщинки вокруг глаз, заломчики. Мезотерапию мы колем именно при таких проблемах. В составе уже идут готовые витамины. А биоревитализация, она в основном делается при сухом типе кожи, и если есть мелкие морщинки. И также она работает на увлажнение и на упругость кожи. В составе идет гиалуроновая кислота. Там уже нет каких-либо витамин, там в основном идет гиалуроновая кислота.
А когда уже необходимо сделать одного из таких процедур? Потому что есть люди, которые в жизни не делали никаких как бы косметологических. Желательно, знаете, на сегодняшний день не все хорошо питаются, поэтому многие подходят на консультацию. Девушка, ей 23 года, но кожа до такой степени обезвоженная, что ты ей уже хочешь провести процедуру. Если есть показания, я всегда провожу инъекции, потому что поверхностные вот масочки, процедуры, да, они влияют, но если работать под кожей, это довольно лучше. Поэтому если есть показания, и, естественно, если пациент согласен, родители согласны, то да, мы проводим процедуру. Значит, вы заранее с родителями тоже, да? Да, многие девушки, им не разрешают родители, чтобы не было дальнейших конфликтов. Я всегда оповещаю, вы обговорили с мамой, потому что после процедуры возможны покраснения, синячки в некоторых местах, поэтому нужно, чтобы они обговаривали это с родителями. А возможно ли такое, что некоторые, допустим, люди, они слишком чувствительны, да, к разным веществам, да. А они не знают об этом, но в дальнейшем после таких процедур может появляться побочные эффекты. Есть ли такие? Нет, побочных эффектов нет, потому что заранее, если человек аллергик, мы проводим пробу. Так в основном побочных эффектов нет. Единственное, вот идет покраснение, либо синячки. Покраснение проходит в течение 5-6 часов, максимум день, а вот синячки уже проходят через 2-3 дня. Но также это не всегда, это зависит от типа кожи, от как человек уже будет ухаживать дома за кожей. Если, естественно, человек подошел на процедуру, сделал инъекции и пошел, не увлажняет и никак не присматривает за лицом, то синячки остаются надольше. А нужны ли какие-то специальные анализы как бы до этих процедур? При плазмотерапии, да. Нужны анализы, такие как общий анализ крови, свертываемость крови, ферритин. Нужно узнать, насколько будет эффективна процедура, есть ли витамины, либо нужно спрашивать, поддерживает ли человек какие-либо витамины, принимает ли он какие-нибудь витамины. Поэтому обязательно перед плазмотерапией сдавать анализы. Хотелось бы узнать при приеме лекарств, допустим, с психическими расстройствами. Есть ли люди, которые у них есть проблемы они не с психикой, а немножечко как бы неврологические процедуры же проводят, неврологические таблетки они принимают. Влияет ли это на кожу? Да, влияет. Именно такие препараты и антибиотики, они, можно сказать, полностью сбивают эффект биоревитализации, мезотерапии и также плазмотерапии. Они, можно сказать, поедают все это, и человек не видит никаких эффектов. Значит, уже кровь не будет как бы действовать так, как нужно. Особенно во время приема антибиотиков нежелательно делать плазму, нежелательно делать мезотерапию. Пациент не увидит эффекта, поэтому нужно всегда предупреждать. Как вы сами думаете, почему опасно делать такие процедуры, вот в общем косметологические процедуры у непрофессиональных как бы косметологов? Их у нас, я думаю, сейчас очень много, и я думаю, можно сказать, что они даже не знают, чем занимаются, и какие эффекты можно ожидать от таких специалистов? Знаете, я бы не советовала каждому попасть в руки такого косметолога, либо эстетиста, у которого нет медобразования, у которого нет никаких сертификатов, либо он получил сертификат только эстетиста, но колет. Сейчас очень много случаев, особенно когда колят губы, они не заполняют его филлером, а заполняют каким-то вазелином. Это все опасно, они могут, можно сказать, играют со здоровьем. Поэтому нужно выбирать специалиста, у которого есть медобразование, у которого есть сертификаты на повышение, также у которого есть санитария, который поддерживает санитарию, у которого есть аптечка сразу на быструю руку, чтобы обязательно была аптечка в кабинете. При малейшем побочном эффекте они не знают, как спасти, а там где-то пару минут, чтобы спасти человека. Поэтому я не желаю, я обязательно рекомендую всем знакомым, чтобы они, даже если в других городах, чтобы они всегда спрашивали. Это нужно спрашивать, есть ли у вас медобразование, есть ли у вас повышение,
какими заранее препаратами знакомиться. пользуются. Многие пользуются некачественными препаратами, некачественной продукцией, и это все потом отразится на коже. Раньше, несколько лет назад, всегда как бы обращали внимание на стоматологических услуг и маникюре, да, как бы это уже давно как бы у нас актуально. И при приеме у доктора, да, всегда мы даем анализ крови, чтобы не было гепатитов, да, и такие ВИЧ СПИДа, да. А как насчет косметологических услуг? Там тоже нужны такие анализы или нет? Знаете, если взять чистку лица при проведении процедуры, ложечка Уно, она одноразовая. Вот ложечка, при которой делается механическая чистка, она одноразовая. Там полотенчик одноразовое. При таких эстетических процедурах не обязательно требовать с человека анализ. Но если плазма, меза, уже инъекции, нужно обязательно спрашивать. Если у человека есть такие заболевания, как ВИЧ, СПИД, гепатит Б или гепатит С, то процедуры также будут малоэффективны. Они не будут влиять на кожу, поэтому обязательно нужно спрашивать. Также для своей же безопасности, потому что работаешь со шприцом, с иглой, поэтому нужно обязательно знать, чтобы дальше поддерживать. Когда мы поддерживаем общение с пациентом, мы всегда отмечаем болезни. Я хотела немножко поговорить о ботоксе. Ну, мы знаем, что это за процедура, как бы вы можете как специалист подправить, и можно ли, я хотела уточнить, с какого возраста можно делать эту процедуру, потому что сейчас даже в нашей стране актуально уже, как бы мы видим везде, в социальных сетях, как бы, что наши девушки, даже уже парни начали, поэтому хотелось бы уточнить, с какого возраста можно делать это и когда можно это делать. Я знаю, что это эстетическая как бы процедура, они хотят, чтобы выглядеть красивее, но нужно ли это, по вашему мнению? Да, хочу отметить, что ботокс, процедура с ботулотоксином выполняется по показаниям. Если у пациента уже 18 есть заломы, то мы делаем эту процедуру в 18 лет, если, конечно же, он хочет, пациент. Потому что многие сейчас, особенно у нас в городе, у нас сейчас мимика. Почти все и улыбаются, и хмурятся, поэтому я ничего не имею против ботокса, мне очень нравится эта процедура, так как если у человека уже 18 есть заломы, то где-то к 25 лет будет очень трудно убирать эти заломчики. Поэтому желательно, вот если у человека есть показания, на лбу есть заломы, есть вот вокруг глаз морщинки появились, либо между бровей уже есть залом, то желательно проводить процедуру. Но это при необходимости, да? При Я необходимости. Тоже как бы за то, чтобы если у человека прирожденный дефект, допустим, или там можно как бы с помощью ботокса исправить, но я не за то, что не за тех, кто как бы зависит уже от этого. Они каждый раз идут на это. Знаете, ботокс — это не всегда замороженное лицо. Если ходить к качественному специалисту, то можно сделать ботокс так, чтобы не заморозить лицо. Но многие именно и просят заморозить мне лицо, чтобы я вообще не мог двигать мышцами, понимаете? Поэтому это сейчас уже зависит от самого пациента, от его запроса. Многие вот подходят, сделай мне так, чтобы не было видно. Сделай так, чтобы вот вообще не дергалось нигде. Поэтому уже все зависит от запроса пациента, и уже потом мы начинаем действовать именно по запросу. В этой процедуре нет ничего плохого, лицо не привыкает, привыкает сам человек к этому, что у него что нет заломчиков, а потом со временем, да, конечно, эффект ботулотоксина уходит, он действует где-то 6 месяцев, иногда 5-4, там тоже зависит от образа жизни, если человек занимается, если человек очень часто ходит в сауну, в бассейн, то если есть физические нагрузки, ботокс ослабевает и может держаться где-то 3 месяца. А в теплоте я слышала, что они как бы
В теплоте грубо это вот говоря, тает. в сауне, в бассейне, на пару. А так на солнце не очень, не замечаем такого, чтобы ботокс сразу спадал. Мгм. Значит, это нужно часто уже делать, да? Если один раз сделал, то Желательно дальше. в год 2 раза. Ботулотоксин нельзя вводить раньше 6 месяцев. Например, сделал, можно вводить только через 6 месяцев, чтобы токсин полностью вышел наружу. Есть темы, о которых многие стесняются говорить открыто. Одна из них – повышенная потливость. Но сегодня косметология предлагает процедуры, которые помогают бороться даже с этой проблемой. Я думаю, что для многих людей это не просто вопрос внешности, а вопрос уверенности в себе. И хотелось спросить сначала, что это за процедура или что это за диагноз, да, гипергидроз? Гипергидроз – это когда потливости больше, чем норма, даже когда не жарко, даже когда ты не выполняешь физические нагрузки. Это уже ненормально. Это эстетически, если взять, некомфортно человеку вечно ходить с мокрыми подмышками и с неприятным запахом. А если взять со стороны медицины, это активность потовых желез, чрезмерная активность потовых желез. Поэтому желательно проводить процедуру. Такая процедура проводится в основном подмышкой, в зоне подмышек, также на стопах, на ладонях и на лбу. Именно в этих местах мы замечаем больше потливости. Процедура также проводится 2 раза в год, но в основном мы начинаем проводить ее уже весной, когда начинается жара. Многим некомфортно, мы проводим процедуру, и также она сохраняет эффект на 6 месяцев. Но также хочу отметить, если человек занимается спортом, у него активный образ жизни, то эффект от процедуры будет меньше, 3-4 месяца. Процедура совсем безболезненная, она занимает 15 минут максимум. Если мы делаем подмышки, то подмышки под кожу вводится ботулотоксин, также на стопы, на ладони и на лоб. Значит, сам процесс проводится уколами, да, никакими аппаратами? Нет, это инъекции при помощи ботулотоксина. Хотелось бы узнать, как вы думаете, это медицинская проблема или косметологическая? Я бы хотела отметить, что это медицинская проблема, так как у многих может быть нарушение гормонов. Также хочу отметить, если у человека нарушение гормонов, эта процедура ему не поможет. Она может ему помочь только на 30-40%. Потливости может стать меньше, поэтому желательно сначала подлечить организм, а потом уже выполнять данную процедуру. Значит, сначала к доктору нужно, Да, сходить, сначала потом к доктору, к косметологу. да, обязательно. А сегодня наша молодежь часто перепутает уже доктора от косметолога. В чем обязанности косметолога, как вы считаете? Обязанность косметолога есть врач-дермокосметолог. Это получается и дерматолог, и косметолог. К нему пациент может подойти с проблемой, с болячками разными, с акне, с воспалениями, и она может ему помочь. Она выписывает ему медикаменты, анализы сдать. А врач-косметолог в основном сейчас, врачи-косметологи, они решают проблему, которая находится на лице, на шее, волосах. Мы забыли отметить, что волосы тоже играют очень важную роль в косметологии. Вот. Косметологи больше работают на эстетичность, поддержать естественную красоту. Большинство косметологов не лечат медикаментами. В этом есть и отличие. Мы в основном поддерживаем естественность. Важно помнить, что косметология должна помогать сохранить здоровье кожи и естественную красоту, а не превращать человека в копию чужих идеалов. Сегодня тренды меняются слишком быстро. Вчера все стремились к одному типу внешности, сегодня уже к совершенно другому. Но мода проходит, а здоровье кожи остается важным всегда. Именно поэтому все больше специалистов говорят о разумном подходе к косметологии, без фанатизма, без слепого повторения за социальными сетями и попытки соответствовать чужим стандартам. И вот здесь мне очень интересно услышать мнение специалиста, где проходит грань между грамотным уходом и зависимостью от идеальной картинки. Границы нарушаются уже там, где человек слишком становится зависим. Это больше относится к процедурам, как контурная пластика, там,
Если выполняется профиль Джоли, это уже относится к более таким процедурам, как работа с филлерами. С филлерами, с подтяжкой. Думаю, тут уже человек переходит за границу. Нельзя, так нельзя. Вот, например, Инстаграм сейчас очень плохо влияет. Да, это хорошо, что люди смотрят, они начали ухаживать за собой, подбирают уходы, начали ходить к косметологам, видят до-после, их это интересует. Но также они видят многих, которые показывают себя с фильтрами, либо также перекачанные, слишком, с губами уже слишком переборщили, с профилем Джоли переборщили, с подтяжкой. Это очень плохо влияет. Многие также хотят стремиться к этому, но они не понимают, что это ненормально. Многим такие процедуры абсолютно не подходят. Когда нормальный специалист им отказывает, но они все равно это хотят, они идут к другому специалисту, который согласится ради денег выполнить эту процедуру. Но это ненормально. Естественность. Также хочу опять подчеркнуть, современная косметология – это естественность. Это без перекачанных губ и без различных подтяжек. Я хотела насчет специалистов спросить, какую ответственность они носят за собой после таких процедур? Допустим, не у всех получается идеально все, да? Вот процесс с губами, допустим, когда они колят филлерами, да, может пройти все не так, как хотела клиентка, допустим. Да, могут быть осложнения. Могут быть осложнения, и главное, чтобы аптечка была под руками. Знаете, многие специалисты вообще не несут никакой ответственности. Они вот сделали, и им плевать, что происходит после, либо даже вот на кушетке. Ой, значит, тебе не подошло, и все, для них это нормально. Но для нормального специалиста он обязательно должен проявить первую помощь и уже вызвать скорую. Это обязательно, если есть какие-нибудь побочки. Ну, это насчет побочных эффектов, Да. да? Есть люди, которые даже в интернете тоже распространена уже такая информация, как будто после, допустим, ботоксов, да, через несколько дней, допустим, или недель, потом реакция вызывается, да, потом появляется как бы Знаете, не то, что они хотели. если работать именно с ботоксом, то там уже все зависит от разведения препарата, от того, как сам специалист вводит препарат. Там, да, есть разные такие случаи, как одна бровь поднялась, либо бровь упала, либо что-то вот не так с одним глазом. Да, нормальный специалист, хороший специалист должен поддерживать общение до конечного результата. Это норма на сегодняшний день. Также и с мезотерапией, также и с биоревитализацией обязательно нужно поддерживать. Например, на 34-й день, есть ли уже эффекты, есть ли улучшения, либо бывает, что вообще ухудшение, когда препарат неправильно подобран по типу кожи, есть ухудшение, наоборот, все ухудшается, появляются больше морщинок, отечность, пигментация ухудшается. Поэтому нужно обязательно держать связь с пациентом. Хотелось бы уточнить, знают ли наши специалисты свои и права, и свои ответственности, потому что в нашем конституционном кодексе, да, мало об косметологии, мало что-то там объяснено. Да. Да, конечно. Так как это все, если человек учится в медуниверситете, в медколледже, обо всем этом говорится. Знаете, сейчас такое время, что везде об этом говорится, и каждый косметолог, каждый опытный профессионал, хороший профессионал, мастер своего дела, он обязательно знает свои права, чтобы в случае чего-либо он смог высказать. И также он знает свою ответственность. А какие ответственности они несут впоследствии того, что, допустим, у человека вызвана реакция прямо на рабочем месте? Если у человека реакция прямо на рабочем месте, обязательно, так же, как я подчеркиваю, всегда нужно проявить медицинскую помощь. Далее, если есть какие-нибудь уже после процедуры, не прямо на кушетке, а после процедуры, если пациенту не понравилось, либо есть не то, чтобы ему не понравилось, либо если я подбираю препарат, и ему не подходит, и он мне говорит, вот у меня отечность появилась, ухудшается,
я всегда объясняю, нужно проводить процедуры курсом, 3-4 процедуры, но если я вижу, что это реально не тот препарат, я неправильно его подобрала, я исправляю свою работу. Значит, можно исправить. Да, за свой счет. Обязательно косметолог всегда, если косметолог особенно работает с ботоксом, с филлерами, он обязательно должен исправлять свою работу, так как это его ошибка. Спасибо. Следует отметить, что отдельного пункта о косметологии в Конституции Республики Таджикистан не предусмотрено. Однако деятельность в сфере косметологических услуг регулируется нормами системы здравоохранения Республики Таджикистан. Инъекционные, аппаратные и ряд эстетических процедур относятся к медицинской деятельности и осуществляются в соответствии с Кодексом здравоохранения Республики Таджикистан, законодательством о лицензировании и санитарно-гигиеническими требованиями. Специалисты данной сферы должны иметь соответствующее медицинское образование, профессиональную подготовку, а также осуществлять деятельность в установленном законодательством порядке. В то же время эстетические процедуры без медицинского вмешательства могут относиться к сфере салонных услуг. Специалисты отмечают, что в последние годы требования к лицензированию, профессиональной квалификации и соблюдению стандартов безопасности в сфере косметологии стали значительно строже. Хотелось бы узнать, как понять, что косметологическая процедура действительно необходима человеку, а не навязана трендами и социальными сетями? С вашего личного мнения и опыта. Мое личное мнение, когда мне пишут девочки и отправляют такие процедуры, как дельфинья кожа, либо коллагеностимуляция, я всегда прошу подойти на консультацию. Я провожу консультации сблизи. Ты видишь пациента, ты понимаешь, что нужно, и тогда ты подбираешь. Многих очень сложно отговаривать от некоторых процедур, так как они видят в интернете идеальную картинку, но это совсем не так. Это также зависит от типа кожи, от того, как воспримет организм. Есть такой тип кожи, который вообще не воспринимает какие-либо препараты. Опять же, хочу отметить, что они видят идеальную картинку, которую маркетинг поднял, и приходят именно за этой процедурой. Но я всегда консультирую и подбираю нужный препарат. Именно такой эффект хотят, да? Да. Ну, я знаю, что часто наши, допустим, знаменитости и блогеры, все они используют маски из интернета. Это тоже эффект сглаженной кожи, эффект чистой кожи. Это, я думаю, все маски. Это, знаете... Редко, когда бывает полностью чистая кожа. Да, масочки – это в основном маркетинг. Также нужно подбирать полноценный уход. Не только масочки. Тканевые масочки, многие, наверное, согласятся, от них эффект только полчаса либо час. Я лично вижу такой эффект. Поэтому нужно подбирать полноценный уход. Это тоже более как бы психологический вопрос. Сегодня многие девушки ориентируются на блогеров и идеальные лица из Инстаграма, как мы отметили. Насколько это влияет на восприятие собственной внешности, как вы думаете? Я думаю, что девушки, когда просматривают блогеров, либо знаменитостей, они сразу начинают комплексовать. Но они не понимают, что это всего лишь идеальная картинка. Любой блогер, либо знаменитость, они выходят на публику с макияжем. Никто не знает, если смыть макияж, как они реально выглядят, но многие не понимают, что это всего лишь идеальная картинка. Поэтому я как-то нейтрально отношусь к этому и постоянно пытаюсь объяснить. То, что вы видите в интернете, и то, что вы сейчас получите, это совсем разные вещи. Этот блогер, может, целых 5-6 лет уже работал над своей кожей, либо также знаменитость. А они приходят и хотят вот сразу после одной процедуры получить этот эффект. Нет, такого никогда не бывает. Важно помнить, что косметология должна помогать сохранить здоровье кожи и естественную красоту, а не превращать человека в копию чужих идеалов. Сегодня тренды меняются слишком быстро. Вчера все стремились к одному типу внешности, сегодня уже к совершенно другому.
Но мода проходит, а здоровье кожи остается важным всегда. Именно поэтому все больше специалистов говорят о разумном подходе к косметологии без фанатизма, без слепого повторения за социальными сетями и без попытки соответствовать чужим стандартам. И вот здесь мне очень интересно услышать мнение специалиста, где проходит граница между здоровым уходом за собой и зависимостью от внешности. Многие, да, как вы отметили, например, домашний уход, он рекомендуется только утром и вечером. Многие, чтобы получить идеальный блеск, идеальный тон, пользуются косметическим уходом прям 3-4 раза в день. Это ненормально. Также, вот если косметолог порекомендовал всего лишь 7 этапов, нужно брать 7 этапов утром и вечером, а не по 15 этапов. Это вредит коже. Кожа получает стресс, нарушается кожный барьер, поэтому желательно придерживаться всех консультаций косметолога. Значит, без консультации желательно никак не делать, да, не ничего делать, с да. кожей. Как вы считаете, как специалист, какие ошибки сегодня совершают люди при уходе за собой? Частые ошибки, которые вы замечаете сегодня? В основном это смешивание разных кислот, так как нельзя смешивать разные кислоты. И еще хочу отметить, если человек никогда не пользовался домашним уходом, и он прям начинает всем пользоваться, это также влияет на кожу, нарушается кожный барьер, и кожа получает стресс. Поэтому нельзя все сразу. Например, с кислотами нужно начинать аккуратно. В неделю 2-3 раза, потом уже чередовать можно кислоты. Нужно постепенно вводить домашний уход, а не так все сразу. И если вот косметолог посоветовал, например, на консультации я спрашиваю, пользовались ли вы когда-нибудь домашним уходом? Он мне говорит, нет. И я всегда начинаю с малого. Там, где кислоты на низко, на минимале, пеночки мягкие, сыворотки, тонеры, все мягкое, чтобы кожа привыкла. А уже потом я повышаю кислотность, уже меняю пенки. И многие просят, нет, давай сразу что-нибудь, чтобы был уже эффект. Так нельзя. Так пигментация ухудшается, может получить ожоги пациент. Поэтому также опять тут же нужно прислушиваться уже к косметологу и не делать разные свои выводы. Если она мне так сказала, нет, я лучше возьму это, чтобы был быстрый эффект. Быстрого эффекта не будет, наоборот, будет хуже. И сейчас распространено разные, допустим, бьюти-советы в интернете, там, в Ютубе. Я думаю, разные маски в домашних условиях, они там пишут. И я заметила даже людей, которые часто используют такие маски, и они довольны. Как вы думаете, они как бы 50 by 50 правы или нет? Не всегда правы, потому что блогеры, во-первых, им отправляют эту вещь на рекламу. Они, естественно, будут это рекламировать как суперпроизводство, суперпродукция. Нужно прислушиваться к блогерам 50 на 50, потому что если блогеру посчастливилось применить эти баночки, либо разные масочки, и все это на лицо, и лицо улучшилось, то да, это не значит, что тебе это поможет, потому что у тебя другой тип кожи и другое восприятие организма. Можно прислушиваться к блогерам, но также проверенные препараты, проверенные продукции, поэтому... А как насчет домашних продуктов, допустим, разные фрукты, разные, не знаю... Это все уже устаревшее. Я лично не рекомендую пользоваться. Они никак не помогут? Ну после огурца, что получилось? Стянутость. Это уже не действует, это не работает. Многие до сих пор пользуются содой, они соду смешивают с чем-то, но это так. Раньше, они говорят, раньше мы делали, и все было нормально. Раньше это не было продвинуто, они не знали, что у кожи есть барьер, что он нарушается, что после этого появляются различные воспаления, раздражения. Содой пользоваться вообще нельзя. А какой главный совет вы бы дали девушкам, которые хотят ухаживать за собой правильно, как специалист? Обязательно ходите к специалисту, к проверенному специалисту, и желательно выполнять то, что рекомендует специалист. Я бы, посмотрев проблему, например, если пигментация либо акне, я провожу всегда мезотерапию и домашний уход. Домашний уход – это сейчас база,
Это должно быть у каждой девушки, у каждой женщины. Поэтому можно сравнить человека, который выполняет только процедуры, и человека, который проводит процедуры и пользуется домашним уходом. Там разные различия. Поэтому я советую поддерживать домашний уход. Сегодня социальные сети буквально переполнены бьюти-советами. Одни уверяют, что косметология необходима каждому, другие пугают опасными последствиями процедур. Но где правда, а где очередной интернет-миф? Сегодня мы вместе с нашим экспертом проверим самые популярные утверждения из современной косметологии. Это миф, так как, во-первых, кожа – это генетика, во-вторых, она никак не становится тоньше от чистки лица. Это правда, да, потому что мышцы блокируются, и также это зависит от запроса. Если человек запросил, чтобы мышцы были неподвижны, то мы блокируем мышцы, и они становятся неподвижными, как замороженное лицо. Это миф. Никакая процедура не убирает все прям минусы с лица, особенно карбоновый пилинг. Везде нужен курс процедур. Косметология нужна так как женщинам, так и мужчинам. Сейчас это уже распространенно, даже у нас. Мужчины ходят на косметологические процедуры, такие как чистка лица, мезотерапия, плазмотерапия. Особенно мужчины приходят на плазмотерапию волос, на мезотерапию волос от выпадения. От выпадения волос также они проводят ботоксы и различные другие процедуры. Современная косметология открывает большие возможности, но специалисты напоминают, красота – это не только процедуры, а прежде всего здоровье, уверенность и индивидуальность. Важно не потерять себя в погоне за идеальной картинкой. Спасибо большое нашему гостю. Еще раз подчеркиваю, что с нами была врач-косметолог Бахшанда Азимова. Спасибо, что пришли в нашу программу. Спасибо, было очень приятно ответить на вопросы, которые сейчас актуальны. Надеюсь, они многим помогут при выборе специалиста, при выборе процедуры, потому что сейчас такие программы, если честно, я была удивлена, потому что в основном мы видим это в интернете, а так многие смотрят программы, и мне бы было очень приятно помочь каждому, кто будет это видеть. Спасибо вам за сотрудничество. И на этом подошел наш выпуск к концу. С вами была Амина, программа «Стильные советы». До новых встреч!